Тебя зовет Сена, друг, будь смелый, начни свой путь здесь к мечтам и целям. Найди себя, открыв познаний берег, и звезды горят, в небе верь. Да, захлебал, давай садись. Всем привет, с наступившим новым 2020 годом. Если вы вдруг не заметили, что у нас успел новый 2020 год. Да ладно! Я поздравляю всех с наступившим, желаю счастья, здоровья, любви в классике. Это классика! Сегодня в Санитаме расскажу о том, как я провел свое лето в Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. И вообще, как у меня все прошло, и как там было круто, офигенно, классно. И расскажу о том, почему мне так грустно вспоминать об этом. Погнали! Вообще, пока у нас там реквизиты немножечко поломались, я продолжу. А Всероссийский детский центр «Смена» меня отправил на мой университет. Вот, у нас со «Смена» типа договор. Мы отправили туда, я и еще 5 девочек, мои одногруппницы. Странно это звучит, конечно. Для того, чтобы мы там провели, скажем так, педагогическую практику божатскую. В общем, вот, мы ехали туда на поезде, 5 дней вообще потратили на поезд, вообще жесть. Но на самом деле поезда я люблю. Ты любишь поезда? Да. Поезда — это вообще тема. Мы поехали на поезде, я и мои девочки.
Вот, короче, вам фотография, вы посмотрите на нас. Вот мы, короче, ну в этот момент мы уже приехали, нас начали встречать. Приехали мы где-то в начале августа, нас встретили очень классно, и сразу же провели вообще так инструктаж. И первые мои дети... Нет, надо сейчас немножко про лагерь вообще, собственно, рассказать. В общем, представьте, огромный лагерь, да, для кызыльских я объясню так. Это примерно территория от Мангулека до детского мира. В общем, территория реально очень огромная. Сколько там детей? Сейчас я объясню. Я не знаю, сколько было детей во всем лагере, но я знаю, что этот большой Всероссийский детский центр делится на 4 лагеря. Это лидер, спорт, смена и арт. Ой, стоп, подожди, что-то я перепутал. Лидер, спорт, профи, смена. Вот. Я был как раз таки в профи-смене. Но я знаю, что вожатых нас было около 60 человек. Только в одном профи-смене, прикиньте. Всего вожатых в лагере на тот момент, то есть в один сезон работало. То есть мы возьмем 60 человек в одном лагере, да, умножим их на 4, потому что и 4 лагеря, да. И вот получается некая сумма. Сколько там? 60 на 4 это... 60 на 4 это 120. 240. Спасибо. Блин, точно. Короче, 240 человек вожатые, да? Ну, там, с плюс-минус где-то, ну, скажем, будем 250 человек. Вожатые делились по напарнику, то есть 2 человека, и у них было всего 30 детей. В моем отряде было 29 человек, а наша программа называлась «Я гражданин России». По сути, это были дети, которые победили на региональных этапах, выиграли там гранты, социальные проекты, и получили путевку в смену. То есть они были из разных регионов, там с Кемерово, с Москвы, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сахалин и еще откуда там, я уже точно не помню, с Томска, кажется, да. В общем, замечательные дети. Вот, короче, их фотографии. Вот они. Вот. Еще вот фотография, еще вот фотография. У меня был самый старший отряд. Вот, им было по 17, ну по 17, там, двоим из них было по 16 лет. И то, что у меня были самые старшие дети. И вначале скажу, реально мне было очень сыкотно. Мне было вообще, я волновался, я переживал. Благо у меня напарница была очень опытная. Она помогала мне и поддерживала, и ругала меня за то, что я там косячил. Короче, я достаточно часто косячил. Я хочу кушать! Отпусти! Я хочу кушать! Отпусти! Отпусти! Не забудь! Что случилось-то уже не вернуть! Отпусти! Не забудь! Но тем не менее, мы с ней очень хорошо подружились. Теперь о детях. Дети 29 человек, там мальчиков и девочек. Кажется, у нас было всего 9 мальчиков в этот момент и остальные, все девочки. Вот, очень милые ребята, такие прям классники, вообще я не могу. Я как вспоминаю вас, ребята, так скучаю. В общем, смену мы прошли, это довольно-таки круто и замечательно. Вторая смена была как раз-таки, знаешь, о чем? Вторая смена уже была интересная, своеобразная, но совсем другая. Ко мне, то есть к нам приехали дети по программе президентское состязание школьников. То есть это были все восьмиклассники, ну или девятиклассники. В общем, они с 8 переходили на 9. Наверное, уже можно сказать, что они были девятиклассниками. И все эти дети соревновались между собой, да, то есть со всех регионов приезжали, в том числе из Республики Тыва. Следующая часть видео посвящается уже тем, кто непосредственно был со мной в смене. И это, в общем, видео, можно сказать, реально для вас. Первая часть это было так. У меня тут есть небольшая коробочка, в этой коробочке я заложил несколько вещей, ну там побрякушки всякие, да, мы сейчас их посмотрим, я немного о них расскажу. Очень много вещей, сейчас я все сюда прям сложу. Жесть! У нас на каждый день нам давали вот такую вот на планерку, в конце вечера, ну в конце дня, да, давали вот такие вот бумажечки, да, то есть это расписание на следующий день, где написано «Я гражданин», это мои дети. Также хочу сказать о том, какая там вообще система безопасности. Если сравнить наши, например, лагеря, если, короче, сравнить, например, наши лагеря, там Орленок, там Юность, Чагатай, Байлак, да, там территорию лагеря охраняет какой-то там, ну, скажем, совхозник. Охранник такой один чисто на территории ходит, бегает вокруг, да. Там вот такой вот низкий забор, и там не может каждый барашек перепрыгнуть просто. А там такого нет. Там прям всех детей охраняет Росгвардия. Прям вот реально там такое огромное такое оцепление, камеры везде. Вот там вот дали вот такие вот пропуски, да, вот прям вот тут прям буквально по дням, да, то есть все очень жестко. Пропускной режим по бейджикам, вот такие вот бейджики прикольненькие, они у нас крепились вот на такую вот штучку. Это, Сан Саныч, прости, я взял у тебя, стащил вот эту штучку. Я надеюсь, ты не будешь сильно ругаться. Я верну его в этом году, я тебе обещаю. Так же, как и эту рубашку. Не дай бог сейчас смотрит это старший воспитатель, она такая, откуда у тебя эта рубашка? Потому что вот эту рубашку мы должны были, ну короче, нам ее выдают,
А потом они у нас забирают. А я такой: Сан Саныч, пожалуйста, отдай, подари. Я в следующем году верну. Он сказал такой: ладно. Сан Саныч — это наш старший вожатый. Вот, в общем, такой пропускной режим. Детей, кстати, там не выпускали никуда, налево-направо, сразу расстрел, так что мы за этим делом следили. Ну ладно, не суть. Самое важное, прикольненькое, это то, что дети мне в итоге потом еще подарили. Сейчас я просто о каждом расскажу отдельненько. В общем, под конец этой темы мне хотелось бы сказать о том, что смена подарила мне действительно очень важную жизнь. В общем, закончить мне бы хотелось бы сказать: с вами был Дугерман. С любовью, Волжатской. Пока. Самое важное, прикольненькое, это то, что дети мне в итоге потом еще подарили. Сейчас я просто о каждом расскажу отдельненько. В общем, это сменовские фишки. Вот на эти фишки можно купить, вернее, можно было купить всякие поприкушки. То есть, чем больше ты их накапливаешь, там где-то участвуешь активно, там зарабатываешь, что-то в всяких конкурсах, ты получаешь вот такие вот фишки. Фишек достаточно должно быть очень много, там целый там, ну, счет уходит за 1000, у меня тут всего 2 фишки. Вот 12-й отряд нарисовал, короче, меня. Под конец смены, знаете, ну, вообще, когда вы знакомитесь с детьми, я думаю, многим знакомо, дети настолько уже к тебе начинают привыкать и начинают любить тебя, если, соответственно, ты любишь их, то потом... Пусть я не так мыслю, ты начал, да? Короче, я очень люблю детей. Очень приятно, когда эта любовь тебе в конце смены возвращается. И вот я как раз таки хочу показать вам о том, как вернулась мне вся любовь этих детей. Я не знаю точно, кто меня нарисовал, но кто-то меня нарисовал, я не помню, не рассказывали. В общем, вот такая вот фотография, да, это прям я, не знаю, похож, Дугер Витальевич. Кстати, все дети ко мне на «вы» обращались. У нас также был еще день всех ребенок, но это с 12-м отрядом. Забыл рассказать, кстати. У первой смены у моей, да, у детей, которым было по 17 лет, которых они поприветствовали, за которых мы начали знакомиться. Вот какой был прикол. Я приветствую, да, говорю, ну, меня типа спрашивают: как вас зовут, да? Я такой: меня зовут Дугер Витальевич, да? И один ребенок, Ляля, он вместо Дугер услышал Тугезер. Дугезер, да? Короче, долго над этим прикалывался. Он не мог запомнить мое имя, поэтому просто назвал меня Дугезер. А потом, когда пришел момент, наконец-таки придумать название команды, отряда, да, он, короче, предложил. Нет, они сначала какое-то время там долго думали, я их там оставил, типа, пусть они там, короче, думают, короче, все, пока не придумаете, в общем, никуда не пойдете, спать не ляжете. Вот, они, короче, думали, я немного отошел, пришел, они сразу придумали и говорят: ну, наша команда будет называться Together. Ну, по-русски буквами, типа, Together. Я так, типа, серьезно? Мне было от этого так неловко, потому что они как бы вроде как мою честь и вроде как, ну так. Но все равно было очень мило и трогательно. А какой у них был девиз? Сейчас я расскажу такую штучку. Девочки из Екатеринбурга привезли с собой вот такой вот интересный танец. Он выглядит вот так вот. Сейчас, как там? Сейчас. А, нет, вот так. Тык. Вот. Типа этот танец подходит под любой трек. То есть, неважно, какую песню вы включите, эта песня, этот танец будет подходить под любую песню. То есть, вот прям, вот вставьте любую песню прямо сейчас. Сочная манго, нежная мякоть кокоса, и ты растворяешься в своих мечтах. Новый Баунти райская манго. И вот так повторяешь. Вот этот вот танец, да, просто Екатеринбург привез, и вначале дети использовали, ну это как мемчик, да, то есть под любую песенку там включали, танцевали. Когда пришло время придумать девиз, они, в общем, вот что придумали. Только вместе мы сильны, чудеса творить вольны, и всегда устремлены к победе. Узнали строки? Если вы не узнали, то тогда до свидания. Вот эти вот строки, да, они придумали девиз, я потом предложил: давайте мы добавим какое-нибудь движение, да, ну какое там типа да, и тогда вот эти девочки из Екатеринбурга предложили совместить девиз с этим танцем. И вот что получилось, смотрите. Только вместе мы сильны, чудеса творить вольны, и всегда устремлены к победе. Я напомню, что это был самый старший отряд, им было по 17 лет, понимаете, по 17 лет. Вот так вот выглядит вот типичный ребенок, вот посмотрите. Этого ребенка зовут Олег. На этот момент ему 17 лет, а мне 21 с половинкой. Буквально через пару дней ему уже исполнится 18. Прикиньте, вот посмотрите на него и на меня. Ну да ладно, просто я хорошо сохранился. В общем, вот такие вот валентинки мне дарили, вот мне и моей напарнице. В первой смене мою напарницу звали Саша, во второй смене мою напарницу звали Лиза.
В общем, хорошие девочки, прям замечательные, такие прям типу-типу-типу, милашки. Я, знаешь, я этот, павлин. Вот написано: Дугиру Виталиевичу, вожатому первого отряда. Вы крутой от вашего отряда. В общем, мой отряд вот так подарил мне такую вот Валентиночку, вот такую вот миленькую. До сих пор сохранил, до сих пор его храню, бережно в коробочке. Я открыточку эту вручаю. Погоди, нет, это не то. Вот это вот, да. Дугиру Виталиевичу, классный, вожатый, супер человек. Вот, первый я. Вот, кстати, наш отряд мы всегда его называли первый я. Но просто вожатый так делили нас. Самые крутые, позитивные, смешные, оригинальные, нереальные, вожатые. 12-й отряд навсегда в наших сердцах. 19 сентября 2019 года. Символично довольно-таки цифра. Свидетельство о торжественной церемонии заключения дружбы между Дугирой Елизаветой и 12-м отрядом. И тут наши подписи вот так вот. Вот эту штучку мне подарил мой напарник по комнате, вожатый, да. Сказал, типа, держи это тебе на память. Я, кстати, не знаю, что это. Я так понял, это типа топор или что это. Очень замечательная, прикольненькая штука. Мне кажется, в принципе, эта штука можно убить, если его заточить. Это же заточка! Туринские стереотипы. У меня есть вот такой типа браслетик, или как он типа назвать, да? На нем написано «Я справлюсь». Вот, мне его подарила девочка из... Подожди, нельзя это вставлять, если она поймет, что я забыл. Из Тульской области, я забыл просто название. Девочка из Тульской области, ее зовут Аня, и в общем, на президентских состязаниях я объясню, что это такое, да? В общем, президентские состязания это тупо, скажем так, олимпийские игры. В начале лета она связала, в общем, эту штучку себе, для того, чтобы напоминать себе о том, что она обязательно справится. То есть, им приходилось очень много тренироваться, бегать, учить теорию и историю олимпийских игр и так далее, прочее десятое. В общем, на них довольно-таки так хорошо так надавили, да, тренера, да? Поэтому... Для того, чтобы справиться с такой нагрузкой, она связала себе вот такую штучку. И в конце смены она подарила вот и мне. И вот это так мило на самом деле. Почему? Потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то жизненными трудностями, да, или там в работе, в учебе и так далее, я вспоминаю, что где-то та маленькая девочка справилась, и справлюсь и я. Кирилл, я ведь прочитал. Ты урод просто. Мне пришлось вместо того, чтобы встречать Новый год. Ну, привет, Дугир. Ну, привет. Мы подумали, что ты якут. Ой, как много слов. В общем, очень много слов. Катя, спасибо тебе.